Здравствуйте! Вы, наверное, догадались по названию. Сегодня я буду делать холодец. Холодец все делали, но такой подачи, я думаю, вы еще не видели. Все тут главное, что в моем холодце, это подача. Так я ложу обычно обыкновенно. Все варят по-разному. Я ложу 3 ножки, 3 ушка. Кастрюлька у меня небольшая. Такой холостяцкий. И 3 яичечка. Процесс варки я вам не стал показывать. Не вижу смысла. Восемь часов показывать, как варится холодец. Но вот подача многих может заинтересовать. Я такого не видел. Это чисто мое. Вот у меня под холодец специальные чашечки, тарелочки. Будем делать укропчик, лучок. Это все для подачи. Чеснок, но это попозже, потом. Сейчас первый этап показываю. Ложу белок на самый низ. Так, у меня еще желток предварительно был готов. Много желтка. Но сюда столько много не надо. Не требуется. И вот в каждую ложу в центр. Так, ну тут я хочу сделать сюрприз. Сделаем буковку. Сюрприз человечку. Художественный, да, мы сейчас. О, не получилось. Ничего страшного. Пробуем еще раз. Твою дивизию. Ну вот. Теперь, я так мыслю, надо
Заливаем. Это первый слой. И ставим остужаться это все, чтобы оно остыло. Первый слой у нас готов. Пока у нас остывает первый слой, я готовлю чесночок. Чесночок готов. Вот наши ухи, ноги. Никакого желатина. Я думаю, что сейчас схватится быстренько и первый слой. А мы пока разделаем мясо. Я с детства люблю хрящи, поэтому это мое все. Через мясорубку кто-то прокручивает. Я вообще не понимаю этого, честно говоря. Я люблю хрящички жевать. Вкуса на цвет, товарищей, нет. Кухня тоже такое дело. Творческое, можно экспериментировать без конца. Одно ухо готово. Пока я разделал мясо, первый слой уже подстыл. Даже жирок. Но я думаю, он сейчас растопится. И тут уже, я думаю, надо кому как. Импровизация. Немного укропчику.
Много не будем. Сейчас, если что, добавим. Да. Многовато не надо. Так. Ну. Сделаем так. Еще слойчик. Жирок отходит. Вот то, что получилось прозрачно. Второй слой. Ставим все опять в холодильничек. Забыл сказать, когда варю ноги, ухи, 2 вот такие луковички, нечищенные, просто жопку срезаешь, помывши. Лавровый лист и перец горошком. Потом, как мы все наготовили, мясо. Сейчас я чесночок с мясом перемешиваю. Пока у нас застывает второй слой. Готовим наполнитель с чесночком. Чесночка я люблю много. Кашу маслом не испортишь. Но вот вроде в прошлый раз сложил так же, но мне как бы маловато даже. Можно еще больше. Ну как я не один. Мы все такие любители чесночка. Сейчас чесночок чистит сосуды. Холодец укрепляет суставы. Так, все, ждем застывания второго слоя. Наносим еще штришки. Белочек оставшийся я натираю на мелкой терке. Для продолжения, так сказать, украшения. Для подачи. Тут слышал недавно, что холодец на 63-м месте в мире по худшим блюдам. Вот, думаю, надо показать, что холодец это наше блюдо. Не нравится, не хер. Ну вот ты понял, да? Вот такая масса получилась. Даже не скажешь, что это белок. То же самое проделываем желтком. Получился явный перебор.
Ничего страшного. Больше, не меньше. Посмотрим. Ну вот наш второй слой тоже подзастыл. С центра сполз. Не знаю, так видно. Так, ну здесь я, наверное, как бы это сделать-то поаккуратнее. О, все посыпалось. Беленький по краям. Дизайнеры. Вот. Сейчас я вам покажу, как тут получилось. Оригинально. Главное, что потом выглядело на столе. Так увлекся, что уже раскладываю, не снимая.
молока, наверное, тоже положим остужаться, воздух не вышел. Это у нас получился двойной, тройной слой, да? Холодец подстыл. И последний штрих. Так как у нас яйца желтка осталось много, чтобы не пропадало. Никакого желатина. Застывает очень быстро. Ну и последний штрих — это подача. Застынет. Ну вот пришло время подачи. Аккуратненько, симметрично выложим. Ровненько. Предварительно достать пораньше. У меня фен, у меня профессиональный, но бытовым тоже можно. И прогреваете. Сейчас я этим займусь, просто у меня до сюда удлинителя нету. Покажу вам на другом столе.
осталось. Боюсь, сильно перегрел. Что я говорю, что у меня профессиональный фен. Сейчас я снова в морозилочку. Вот что у нас получилось. Ну сюда уже огурчик, помидорчики, кто как хочет. Я сейчас этого делать не буду, потому что до моего застолья еще далеко. И все это просто заветрится. А в холодильничек поставлю и перед самой подачей будет уже на стол. Победа будет за нами. Всем чудесного застолья, прекрасного веселья, счастья, главное здоровья. Пока, ребят.